На минувшей неделе в администрации округа прошла торжественная церемония передачи Ордена Мужества посмертно маме одного из участников специальной военной операции. Сегодня мы будем передавать государственную награду посмертно интинцу, героически погибшему, защищая нашу Родину и мирных граждан Донбасса от неонацизма. Полищук Дмитрий Сергеевич с честью выполнил свой воинский долг. Он был, есть и будет истинным примером мужества, героизма и самоотверженности. Награду Ольге Валерьевне Полищук вручили глава округа и военный комиссар Инты. Они выразили маме бойца слова признательности за сына и предложили помощь в решении любых вопросов. Его мужество и самоотверженность Инта не забудет. Он навсегда останется в наших сердцах. Дмитрий Сергеевич отдал самое дорогое за защиту Отечества, свою жизнь. Наш долг живых помнить о его подвиге, о подвиге всех ребят-интинцев, которые отдали свою жизнь, ну и сегодня продолжают выполнять задачу по освобождению Донецкой, Луганской областей. В этот день все, кто пришел отдать дань памяти, смогли понять, что подвиг солдата продолжается в его семье, прежде всего в сердце матери, которая воспитала героя. Дима был очень добрый, открытый, честный парень. Он с детства рос вот как солнечный лучик, был очень искренний, очень отзывчивый, всегда был готов прийти на помощь товарищам. И после срочной службы он принял решение связать свою жизнь с воинской службой. И когда началась специальная военная операция, он с первых дней, не колебаясь, встал на защиту рубежей нашей России и отстаивая интересов нашего русского народа на территориях Донбасса и Луганска. Он неоднократно писал рапорта в отправку в зону боевых действий. Вот, и в итоге добился своего. Естественно, я как мама очень переживала за него, отговаривала. Но его слова, которые он мне сказал перед уходом на территорию проведения специальной военной операции, они были такие, что: мам, я должен это сделать. Я не могу спокойно сидеть на корабле, пока там мои друзья, ребята, они гибнут, им нужна помощь, нужна поддержка. Многие из них уже долго воюют, без отпусков. И если не я, то кто? После гибели Дмитрия прошло уже несколько лет, но для мамы время не стало лекарем. Пережить смерть ребенка нельзя, можно только научиться с этим жить. Начинаешь жить по-другому. И вот все, чем дышал, к чему стремился мой сын, сейчас я пытаюсь воплотить его мечты в жизнь. Я всегда вот живу и думаю с той мыслью, а как бы поступил Дима, а как бы он на это сказал, потому что он был до того вот честный, принципиальный, добрый парень, что теперь вот наоборот у меня какая-то ответственность жить дальше так, чтобы моему сыну там сверху не было стыдно. Он, когда прибыл в зону специальной операции, позывной он взял себе «Ампер». Я, когда услышала это, я говорю: ой, Дим, говорю, я даже не сомневаюсь, что у тебя может быть другой позывной, потому что ты же как сила, ты же как искра, как ток, такой же дерзкий, резкий, такой же активный. Тебе все надо, ты просто вот как танк прешь. И да, вот он как вот был по жизни, такой вот стремительный и очень энергичный, так и вот его сослуживцы, ребята, которые с ним служили в зоне проведения специальной военной операции, вспоминают о Диме, что Димка был просто, ну, извините, такое слово, как терминатор, потому что, говорит, Диму нельзя было остановить в бою, он все время вот это вперед. Мы ему даже говорили, где-то: Дима, пригнись, где-то надо, Дима, чувство самосохранения. Но когда начинался бой, у Димы все, у него выключалось вот это вот чувство самосохранения, и включался только вот это желание бить врагов. И он шел в бой без страха и без оглядки. Мне не стыдно за своего сына, потому что он действительно был герой и погиб, героически прикрывая своих ребят. Благодаря его подвигу, благодаря тому, что он совершил,
у меня хоть сейчас есть те ребята, которые выжили и с кем я держу связь, и которые очень благодарны Диме и чтят тоже его память как друга, как боевого товарища. Я горжусь своим сыном. Поддержать маму героя Ольгу Полищук пришли ее коллеги по творческому цеху, а также ученики лицея номер 1, который Дмитрий окончил. Недавно это учебное учреждение вышло с ходатайством об установлении памятной таблички герою на фасаде школы. Оно было единогласно поддержано депутатским корпусом. Имя героя останется в вечности. Члены и сторонники партии «Единая Россия» откликнулись на просьбу дома-интерната для инвалидов и престарелых. Ограждению учреждения угрожали старые деревья, которые нависали над забором и грозились смять его своей тяжестью. Руководство социального учреждения попросило помощи у общественников НТ. К нам обратились с просьбой, чтобы убрать вдоль забора все сухие деревья, которые могут повредить ограждение, которое находится у дома-интерната. Поэтому мы с однопартийцами вчера на конференции определились и сегодня назначили дату помощи дому-интернату в уборке деревьев сухих. Поэтому однопартийцы, сторонники, все очень активно принимают участие. И, в принципе, партия «Единая Россия» всегда она идет навстречу, и по всем обращениям мы делаем все то, что нас просят. Вооружившись хорошим настроением, бензопилами, азартом, партийцы в свой обеденный перерыв вышли на участок, чтобы проредить ивняк. Деревья здесь уже старые, многие толстые ветки сами сломались под тяжестью, где-то внесла коррективы стихия. Поэтому, если сама территория дома-интерната кажется ухоженной, то за забором вырос настоящий бурелом. В преддверии праздника Дня России, накануне, можно сказать, по просьбе дома-интерната престарелых, провели субботник активистами силами «Единой России». Опилили деревья, они молодцы, поддерживают свою территорию в порядке, у них на территории все выпилено, а вот за территорией, за забором есть ивняк, угрожающий как раз несущим конструкциям забора. Вот мы немножко потрудились сегодня на общее благо. Всем огромное спасибо. Меньше чем за час был проведен огромный объем работы. Добровольцы действовали слаженно. Кто-то пилил деревья, смотря за безопасностью их падения, кто-то собирал бревна и ветки в отдельную кучу. Теперь ограждению учреждения ничего не угрожает. Многих интинцев, планирующих переезд из районов Крайнего Севера, волнует вопрос, сохранится ли при этом размер их пенсии. Чтобы не столкнуться с неожиданными финансовыми сложностями и четко понимать, на какие выплаты можно рассчитывать на новом месте, необходимо заранее разобраться в соответствующих положениях пенсионного законодательства. Ежегодная индексация пенсии в России представляет собой важную федеральную гарантию, установленную законодательством. Если пенсионер полностью выработал необходимый страховой 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин и северный стаж 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях, повышенный размер фиксированной выплаты к его пенсии устанавливается бессрочно. При переезде из северных территорий в другие районы Российской Федерации размер пенсии не уменьшается, а индексации подлежит вся сумма страховой пенсии, включая повышенную фиксированную выплату, установленную заранее выработанный северный стаж. Также переезд из холодного климата не скажется на размере накопительной пенсии. Почему же при переезде из районов Крайнего Севера или приравненных к ним местностей размер пенсии иногда уменьшается? При наличии необходимого страхового и северного стажа жители северных регионов получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Если северный стаж не выработан, но гражданин проживает на Крайнем Севере или приравненных к ним местностях, к его пенсии применяется специальный районный коэффициент. Если такой пенсионер переезжает в район с более низким коэффициентом или покидает пределы северных территорий, выплата может быть уменьшена. О своем переезде пенсионер должен своевременно уведомить социальный фонд. Для этого нужно подать заявление о доставке пенсии по новому адресу и поставить отметку о запросе выплатного отдела, чтобы специалисты фонда смогли перенаправить документы по новому адресу проживания. А выплаты начислялись корректно, с учетом актуального районного коэффициента, региональных льгот и доплат. Подать заявление о доставке пенсии можно через портал госуслуг, МФЦ, в клиентской службе регионального отделения социального фонда или почтовым отправлением.
А вы знали, что при отсутствии официальной регистрации прав на собственность у вас могут возникнуть проблемы при совершении различных сделок? Чтобы не попасть в просак, в соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 года номер 218 ФЗ о государственной регистрации недвижимости проводится регистрация прав на ранее учтенные объекты недвижимости, сведения о которых еще не внесены в единый государственный реестр недвижимости. В настоящий момент происходит наполнение базы Государственного реестра объектов недвижимости теми объектами, которые были не включены в данный реестр ранее. Но эта информация относится, наверное, к более старшему поколению и более к молодому, которое проживает совместно с возрастными гражданами нашими. Возникает такая ситуация, что до начала 2000-х годов регистрация права как юридического действия не производилась. То есть у большинства граждан были такие для них понятные моменты, как получение квартиры по ордеру. В дальнейшем это была приватизация имущества. И, как следствие, потом уже были договоры купли-продажи. Они оформлялись просто как договорные отношения. Регистрация права как юридического действия не была осуществлена. На сегодняшний день происходит наполнение вот этого государственного реестра записями о собственнике. То есть права какие-то ранее были учтены, то есть документы по собственности у людей должны быть на руках. И сегодня гражданам, чтобы обеспечить в дальнейшем сохранность своего имущества и возможность совершения каких-то юридических действий с данным имуществом, нужно провести легализацию, будем говорить так, этих объектов недвижимости. Для этого им нужно обратиться в МФЦ, подать заявление о государственной регистрации права, предоставить документы, которые у них есть в наличии на данные объекты, и получить уже документы, подтверждающие регистрацию своего права. Для чего это нужно? Для того, чтобы в дальнейшем обезопасить свое имущество от каких-то негативных последствий, незаконченных действий юридических. Потому что имущество, которое не зарегистрировано в правах, оно не может быть продано, не может быть передано по наследству, и никакие другие действия с данным имуществом проведены быть не могут. Поэтому мы призываем всех не откладывать эти действия в долгий ящик, обратиться в МФЦ по адресу Мира 13. К объектам недвижимости относятся квартиры, дачи, земельные участки, гаражи и объекты капитального строительства. Регистрация прав на ранее учтенные объекты недвижимости необходима для легального распоряжения недвижимостью. Подача документов в МФЦ обеспечивает официальное признание и защиту прав собственника. Государственная пошлина за регистрацию ранее возникших прав на объекты недвижимости не взимается. Получить консультацию по оформлению документов можно в администрации муниципального округа в среду с 13 до 16 часов, в пятницу с 9 до 12 часов или по телефонам 6 20 85 6 28 81. Любовь к своей стране выражается в самых искренних и простых проявлениях. В теплом общении, в любимых песнях, совместном творчестве и радости от единения с близкими по духу людьми. И все это воплотилось в тематическом мероприятии «Я живу в России», подготовленном Центром национальных культур. Атмосфера хорошего настроения и открытости стала главным украшением праздничной программы, которая развернулась на уличной площадке Центра в преддверии Дня России. 15 июня будет День России. Мы тут родились, и это наша любимая страна. Тут все мирно живут. Интинцы всех возрастов собрались вместе на народном гулянии, где каждый смог найти занятие по душе. Юные горожане с увлечением погрузились в мир старинного быта, осваивали искусство прядения, с энтузиазмом распиливали бревна и старательно отстирывали полотенца на ручной стиральной доске. Не доводилось раньше стирать таким образом? Впервые попробовали? Да, только в мультиках видел. Пространство для гостей подготовили сразу несколько учреждений культуры города. Интинский краеведческий музей представил экспозицию с посудой из бересты. Центральная библиотека подготовила разнообразные активности.
Традиционно наша центральная библиотека выходит на летние площадки. Нас пригласила ЦНК поучаствовать в их тематической программе «Ко Дню России». Мы любезно согласились и подготовили для наших интинцев викторины, кроссворд 25 фактов о Российской Федерации, также интересные игры, где игры, можно сказать, нашего детства. Это резиночки, игра в домино, настольная игра «Собери слова» и также много интересных конкурсов. Пока одни веселились на интерактивных площадках, другие совместными усилиями создавали арт-объект «Полотно дружбы». Проект вызвал живой отклик у интинцев. Каждый желающий смог внести свою частичку в общее произведение. Я сейчас сделала полотно дружбы. На чем вы его шили? На машинке. Я думала, что это очень сложно, а когда пробовала, это было очень легко и интересно. Что такое дружба? Это когда люди помогают друг другу и поддерживают в любых ситуациях. На протяжении всего праздника гостей сопровождала душевная атмосфера, которую создавали ароматный чай из самовара и выступления творческих коллективов Центра национальных культур. Как прозрачно утро зимнее, солнышко блестит, белый снег покрылся инеем, под ногой хрустит. Налюбуюсь и нарадуюсь этой красотой, и отрада, и награда мне, милый север мой. Налюбуюсь и нарадуюсь этой красотой, и отрада, и награда мне, милый север мой. От милого севера до жаркого юга, от Балтийского моря до южных берегов простирается наша необъятная многонациональная страна, где каждый народ бережно хранит свои традиции. У каждой культуры самобытные обычаи, праздничные обряды и уникальные костюмы. Настоящим украшением праздника стало захватывающее дефиле, в котором каждый наряд воплощал богатую историю и самобытные традиции различных народов нашей огромной страны. Ненецкий костюм сменяет женский костюм хантов. Это халат-платье и вязаные чулки. На груди бисерное украшение, а на ногах расшиты бисером низкие кожаные туфли, называемые чирки. Обязательным элементом является платок, а также ложные косы, украшенные металлическими подрезками, кольцами, цепочками, бляхами и пуговицами. Вашему вниманию женский украинский национальный костюм. Девчины щеголяли в кошулях, длинных сорочках с вышивкой по краю, горловиной на рукавах. Будничная рубаха шилась из грубого сукна. Зато по праздникам наряды украинок отличались буйством красок и на белоснежно-шелковом фоне. Представляем вам Коми женский костюм. Коми-ижемский костюм. В традиционном костюме коми насыщенные цвета, множество слоев, искусная отделка и нарядные головные уборы. Девушки и женщины народа коми всегда славились красотой, хозяйственностью и добрым нравом. Одежда подчеркивала внешнюю и отражала внутреннюю красоты, перекликаясь с величественной красотой родного края, бескрайними просторами, лесами и реками. И, наконец, русский женский костюм. Это гармоничное сочетание красного, белого и золотого цветов. Основой служила рубаха, украшенная вышивкой с обережными узорами. А женский сарафан – это символ скромности, красоты и женственности. Во все времена россияне славились своей несгибаемой стойкостью. И сегодня, несмотря на непростые времена, они вновь доказывают эту истину, сплоченно и мужественно преодолевая все вызовы. Ярким проявлением народного единства стала акция «Письмо солдату». Горожане взяли в руки бумагу и ручки, чтобы выразить теплые слова признания тем, кто сегодня находится на передовой. Почему вы решили принять участие в акции «Письмо солдату»? Потому что надо поддерживать своих, надо, чтобы как-нибудь
помощь была не только силой и словами. Почему так важно поддерживать наших военнослужащих? Потому что военнослужащие, они делают очень важную работу, спасая нас и нашу жизнь. Важно поддерживать, чтобы они чувствовали то, что мы верим в них, и чтобы у них все получалось. У меня, у подруги папа на СВО сейчас. И подруга иногда бывает плачет, и обидно приходится поддерживать тоже. Праздничные гуляния стихают, но главное, что остается в сердце, это осознание того, что мы такие разные и не похожие, остаемся частью одной большой и сильной страны. В этом единстве и заключается наша истинная сила.